Можно вспомнить, как мы возвращались в родной Крым. Сколько труда, сил, здоровья это стоило нашим родителям. Я вспоминаю, с каким трудом мой отец Казим Фаикович Мусаев, моя мама Ленура Таировна Мусаева, оставив все в Узбекистане, в Фергане, свою работу, свою жизнь, уже достаточно в осознанном возрасте, в 44-45 лет, покинули Узбекистан и ехали к себе на родину, в Крым, и ехали в такую бездну, небытие, разрушая свою жизнь, которая была сформирована фактически, и пытаясь в этом возрасте создать новую жизнь с одной лишь целью, чтобы мы, их дети, жили на своей родине и имели светлое будущее на своей родине. Я знаю, как жила интеллигенция в украинский период, как было сложно в 90-х, 2000-х, как все по крупицам создавалось, как наш университет, Крымский инженерно-педагогический, вначале располагался в районе 7-й горбольницы, и в каких условиях жили преподаватели, студенты. Я помню, как было 30 лет назад, в семьях преподавателей стоял вопрос, что поесть, просто вот кусок хлеба с водой. А сегодня, иншаллах, мы живем у себя на родине, мы развиваемся, мы видим, как наш Крым развивается. Мы являемся участниками этого процесса полноценными. То есть Крым сегодня наша родина. И сегодня мне больно видеть, как люди, в большинстве это интеллигенция, которая сформировалась, получила свое развитие в Крыму, пережила вот этот сложный этап разрухи, сложный этап становления, покидает свой родной Крым просто потому, что им где-то может быть сегодня комфортней. Ватанда яшанас, живите у себя на родине. Это то, что сегодня нам завещали наши отцы, наши матери, наши дедушки, бабушки. Только в Крыму мы, как крымско-татарский народ, сможем жить, развиваться, создавать семьи, растить своих детей и быть полноценными жителями Крыма. В любом другом месте мы потеряемся, растворимся. Вывозя свои семьи за пределы Крыма, мы должны понимать, что мы лишаем своих детей своей национальности и предаем наших предков.